ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 6 декабря к нам обратился один из жителей с сообщением, что якобы на Яриге ночью был сброс нефти в реку. По его же словам, работников НШУ заставили по тревоге черпать нефть всеми подручными средствами. Позже в городском управлении ГОЧС подтвердили, что сообщение о якобы происшедшем было. Сегодня же на предполагаемые места с проверкой отправились общественники и другие лица, так или иначе связанные с темой нефтеразливов. Где побывали и что обнаружили? Были на впадении реки Маловой Вож, значит, там, где впадают, выход очистных сооружений происходит, увеличение уровня. Площадь загрязнения, она выше, чем неделю назад, потому что там, опять же, по сигналу мы там были. Больше площадь оттаивания. Ну вот каких-то огромных таких проявлений, что еще какой-то новый дополнительный объем, не могу сказать. Там вообще интересная история. То есть с одной стороны дороги, там, где идут трубы, по трубам вода спускается, то есть этот затор, высокий уровень загрязнения, вода практически стоит. С другой стороны выходит вполне обычный объем, видны камни, то есть что происходит, там непонятно. Но то, что уровень увеличился, загрязнение увеличилось, площадь оттаивания увеличилась. Но не настолько много, чтобы это можно было говорить о какой-то вот констатации большого ЧП. То есть загрязнение там присутствовало всегда, это оплачиваются штрафы, то есть это то, что есть. Неприятность, которая есть всегда, скажем так. Далее мы поехали, значит, на реку Доманик, которая у нас, соответственно, берет свое начало со второй шахты. Это если мы говорим о первой шахте, это здесь. А река Доманик, мы посмотрели на месте впадения в реку Ухта, около поселка Шудаяк. Там удивительное такое явление нам открылось под мостом, который ведет к лыжной базе «Сияние Севера». На поверхность вышла вода ржаво-желтого цвета, которой до этого не было. Неделю назад там брали, опять же, пилили лед, вскрывали, брали пробы. Была абсолютно ровная ледяная белая поверхность, никаких признаков воды не было. Сейчас на площади, ну, примерно 30 метров вниз и вверх от моста, это заводненность желто-ржавой водой. Что происходит, мы сказать не можем. Но, тем не менее, вот такое есть. То есть какое-то антропогенное влияние, вмешательство есть, чем оно вызвано, сказать трудно. Далее проехали чуть выше, опять же, по реке Доманик. Тоже там оно сужается и более мелкая река. Есть некоторое увеличение оттаившего объема, скажем так, реки. Это есть. Но вот больших признаков по берегам и так далее, прохождения нефтепродуктов, их нет. Побывать и осмотреть территорию второй нефтешахты, где может находиться источник, общественникам так и не удалось. Непосредственно на посещенных местах следов нового нефтеразлива нет. Однако это вовсе не означает, что его вообще не происходило. На 14:30 6 декабря каких-либо официальных заявлений от городадминистрации или других структур не последовало.